6 сентября в общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия. Участниками мероприятия стали заместитель руководителя администрации округа Елена Моторина и начальник отдела образования Эвелина Круглова. Начало нового учебного года – самое время обсудить и рассказать горожанам о том, какие же изменения произойдут в системе образования в этом году. В этом году таких, скажем, два основных направления, по которым мы будем работать. Это все-таки создание единого образовательного пространства уже на уровне федеральном, региональном и муниципальном. И большой такой важный пласт работы, один из основных векторов – это воспитательная работа в школах и в других образовательных организациях. В чем заключается смысл единого образовательного пространства? Прежде всего, что мы постепенно переходим на обучение по единым учебным планам. В этом году у нас уже будет действовать единый календарный учебный график республиканского уровня, то есть каникулы будут в одно и то же время у всех школьников республики. Окончание учебного года будет в одно и то же время у всех школьников республики, чтобы мы могли планировать и проводить мероприятия не только свои, но и участвовать в республиканских мероприятиях без ущерба образовательному процессу. О единых учебниках уже достаточно много было сказано. На сегодняшний момент в школы уже поступили учебники по истории, первая часть для 11 классов, то есть все обучающиеся нашей страны в 10 и в 11 классе приступают к обучению по единым учебникам. В дальнейшем планируется, что такие учебники будут по всем предметам, и они будут все единые для всех школьников Российской Федерации. Единые учебные планы будут формироваться. Это значит, что рабочие программы, по которым у нас работает учитель, тоже делаются сейчас на таком общем уровне. Создан специальный онлайн-конструктор для учебных планов, для календарных графиков, для рабочих программ, которыми пользуются активно сейчас и учителя ИНТы. Ну, надеемся, что это облегчит их работу и в какой-то мере снизит бумажную нагрузку, о которой мы уже говорим в течение нескольких лет. Есть даже официальное распоряжение об этом на уровне Российской Федерации о снижении бумажной нагрузки на педагога. В рамках организации воспитательной работы с подрастающим поколением одним из главных нововведений этого года считается введение ставок советников директоров. Кто же это такие? Это специалисты, обладающие опытом педагогической работы, которые будут заняты воспитательной деятельностью школьников и взаимодействием с детскими общественными организациями. Советники будут отвечать за внеурочную деятельность, например, придумывать культурные и спортивные мероприятия для детей, организовывать патриотические слеты и акции, вовлекать детей в юноармейские проекты и способствовать воспитанию личности на основе духовно-нравственных традиций. Кроме этого, очень важным направлением воспитательной работы этого года является создание первичных ячеек Российского движения детей и молодежи. У нас в городе на сегодняшний момент официально, торжественно открыты 3 ячейки. Это было в январе 2023 года в гимназии 2, в лицее номер 1 и в Интинском филиале Воркутинского арктического техникума. Но зарегистрировано у нас 8 ячеек. То есть мы дождемся получения сертификатов и также торжественной обстановки откроем еще во всех городских школах и в селе Петрунь. У нас в планах открытие первичных ячеек в учреждениях культуры и спорта. Вот сегодня мы встречаемся с представителями учреждений культуры и спорта для того, чтобы помочь им в этом направлении, в этом виде деятельности. Мы проводим такое вот оперативное методическое совещание для того, чтобы мы могли быстро все это сделать, потому что сейчас очень много вопросов решается через регистрацию на определенных порталах. То есть здесь есть такие технические особенности, о которых мы хотим сегодня рассказать. Блок военно-патриотического направления в системе современного воспитания школьников выделен отдельно и укрупнен.
Мероприятия, которые в течение года проводились, это были такие значимые мероприятия, которые нашли отражение в социальных сетях, и в эфирах Пятого канала, и в других публикациях. Это прежде всего военно-патриотическая игра «Призывник», которую проводит гимназия 2 уже много лет. Это равнение на победу. В этом году новое мероприятие силовое, тактика силовое многоборье. И муниципальные мероприятия, которые проводятся уже в таком тесном взаимодействии со всеми структурами, и правоохранительными, и со спасателями, с представителями администрации. Это наш слет «Мы против террора», который в этом году состоялся второй раз и уже носил такой зональный характер, потому что у нас были гости, команда из Каджирома, школы поселка Каджиром Печорского района, и команда из школы из поселка Троицко-Печорск. В этом году летом, во время работы оздоровительных площадок, мы также в июне провели военно-патриотическую игру «Зорница», в котором принимали участие воспитанники детских оздоровительных лагерей и студенты нашего политехнического техникума. Ну, вот думаем, что копилка вот этих интересных мероприятий с таким практическим уклоном, она будет пополняться. И, в принципе, сейчас планируется молодежный форум республиканский. Представлять этот молодежный форум, да, он начал работу сегодня, представлять его будут наши педагогические работники, работники библиотеки. И визитной карточкой нашего муниципалитета, подготовлен такой баннер, визитной карточкой нашего муниципалитета как раз является работа в области военно-патриотического воспитания. В рамках прямой линии поступали звонки от горожан. Родители активно интересуются учебным процессом и загрузкой школьников. Сейчас детям преподаются какие-то уроки по финансовой грамотности или нет? Да, спасибо за вопрос. Я начальник отдела образования. Круглова Евелина Олеговна, существует программа финансовой грамотности, принятая в целом по муниципалитету, не только для детей. Конкретно уроков финансовой грамотности отдельно в учебном плане нет. Финансовая грамотность реализуется в рамках других уроков и на математике, и на уроках обществознания, на уроках технологии. И у нас ежегодно по итогам мониторинга получают благодарственные письма те люди, те работники школы и гимназий, которые занимаются курсом финансовой грамотности. Прямые линии в общественной приемной проводятся регулярно и пользуются большой популярностью. По словам специалистов, такой формат общения позволяет интинцам в течение нескольких минут получить разъяснения в рамках законодательной базы, а порой и разрешить серьезные вопросы.